Здравствуйте, дорогие телезрители! На календаре очередной четверг, а значит, пришло время нашего погружения. И сегодня этот выпуск я сама ждала с нетерпением, потому что я буду осваивать профессию флориста. Что ж, на все 100% погружаемся в работу цветочной базы «Теплица». Поехали! Цветочная база «Теплица» – это 4 магазина, 2 из которых находятся в Казани, 1 в Богатых Собах и 1 в Арске. Узнать магазин по фирменному стилю не составляет труда. Эти яркие цветные буквы уже давно ассоциируются с широким ассортиментом свежих цветов и приятными ценами. Вот он, цветочный рай, огромное пространство, где есть все необходимое, если вы хотите порадовать именинника, ну или просто сделать приятное хорошему человеку. Есть и вот такие вот корзины, да, где можно собрать композиции, и подарочные коробки. И сейчас меня уже встречает Ирина, ведущий флорист цветочной базы «Теплица». Именно она меня будет погружать в работу этого магазина. Здравствуйте, Руфина. Сегодня мы будем с вами собирать букет. Я вас научу спиральной технике и основам правильного композиционного построения букета. Так, я смотрю, вы уже набрали каких-то разных цветов. Такой небольшой набор для нашего первоначального мастер-класса. Покажу вам основы пока, для того, чтобы потом в дальнейшем мы составили с вами букет в этой технике. Берем розу, вторую и ставим крест-накрест. Следующий стебель идет параллельно этому стеблю, то есть, чтобы вам было проще, от левого плеча ведем в противоположную сторону стебель. Хорошо. Да, отлично. Вот это фокусный цветок у нас в букете. Он должен быть смещен либо вправо, либо влево. Он не должен быть у нас по центру. То есть фокусные все цветы, они могут быть, если они большие, как гортензия, либо какие-то дорогие цветы, и мы ставим в букете их группами, это тоже называется фокусные цветы. То есть те цветы, на которые больше всего падает глаз, внимание. А вы знаете, что еще самое интересное? Вот вроде бы мы делаем из одинаковых цветов, да, но все равно получаются совсем разные композиции. Никогда невозможно повторить, наверное, одну и ту же композицию. Да. У нас все букеты индивидуальные, ориентируемся на клиентов, не навязывая лишнего, но тем не менее, чтобы все потребности покупателей наших были удовлетворены. Профессия флориста намного сложнее, чем я себе представляла. Помимо того, что ты должен обладать отменным вкусом, чувствовать эстетику и тренды времени, ты должен иметь ловкость рук. Мы потратили на составление нашего букета 30 минут. Вы представляете, полчаса. Профессионалы же это делают в 3 раза быстрее. Наши букеты готовы. Вот такие они у нас нежные, получились. Но чтобы проверить, правильно ли мы собрали букет по спиральной технике, нам надо, чтобы они стояли у нас на своих ногах. Попробуем? Ух, я боялась, что не станет. Но нет, все правильно, значит. Дорогие друзья, наслаждайтесь этой красотой. Цветочный бизнес является одним из самых сложных. Во-первых, большая конкуренция. Во-вторых, нужно время, чтобы он стал прибыльным. И только самые упорные, самые целеустремленные предприниматели достигают успеха на этом поприще, осваивая секреты розничной торговли этим капризным и недолговечным товаром. Девушка, когда вы загадываете «я хочу купаться в цветах», вот выглядит это примерно так. Благодаря Ирику Фаттахову, владельцу сети цветочных магазинов «Теплица», у каждой из нас есть такой шанс. И сейчас у меня, мало того, что есть еще шанс задать ему вопросы. Ирик, расскажите нам, пожалуйста, как давно вы занимаетесь цветочным бизнесом и почему именно цветы? Цветами я начал заниматься в 2018 году. У меня пару друзей, которые занимаются в этой сфере. У кого-то оптовый бизнес, у кого-то производство. И на этом фоне я сменил, так сказать, сферу деятельности и решил заняться цветами.
Ерик, расскажите нам, какие все-таки особенности ведения цветочного бизнеса? Потому что я думаю, что это не просто постоянно заказывать цветы, ухаживать. Вот мы сейчас находимся в холодильнике, в котором жутко холодно, если честно. Ну да, есть такой момент. Что касается сложности, это скоропорт. Вот. И как бы тяжело иногда бывает, то, что не попадаешь либо по закупкам, либо... Скоропорт, значит, скоро портящийся. Да. Угу. Либо не успеваешь продавать, и это, естественно, брак, у меня жесткие критерии, наверное, так назовем, что вообще даже потенциальный брак не продавать. Я девочкам всегда говорю, выкидывать. Вот. Изначально это очень сильно бьет по финансовой части, но если ты правильно закупаешься, то все будет нормально. И ты уже потом завоевываешь доверие как раз-таки потребителей, да? Знаешь, что здесь всегда только свежие цветы. Да. А вы, как человек, который уже много лет в цветочном бизнесе, и я думаю, что вы точно знаете, какой букет покорит сердце любой девушки, ну, по крайней мере, по продажам. Какие цветы пользуются наибольшей популярностью? Могу сказать конкретно по стеблям. Это топ продаж, наверное, все-таки красные розы. Вообще розы. Классика. Да, классика. Дорогие телезрители, вот такое красивое погружение у нас сегодня получилось. И особенно приятно, что этот букет я сделала своими руками. И если вы вдруг хотите кого-то порадовать или порадовать себя, почему бы и нет, то обязательно загляните в магазин «Теплица», потому что здесь самые свежие цветы и самые приятные цены. На этом все. Увидимся ровно через неделю. И пока-пока!